Ситуации, которые многие их пугают, но о них нужно говорить. Возможно, именно знание этого спасет некоторым жизнь. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Только за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 3 факта гибели несовершеннолетних в водоемах, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Таджикистан. 23 апреля во время купания в необорудованных местах утонули и погибли 12, 13 и 14-летние жители районов Варзоп, Яван Хатлонской области и поселка Бустон Мачинского района Сагдийской области, отмечается в сообщении. Тело 14-летнего жителя поселка Бустон усилиями сотрудников отдела КЧС по району совместно с местными жителями было обнаружено, извлечено и передано родным. Спасатели комитета продолжают поиски тел 2 несовершеннолетних жителей Варзопского и Яванского районов. Кроме того, КЧС отмечает, что несмотря на повторное предупреждение быть максимально осторожными при нахождении в горных местностях, не все граждане соблюдают эти рекомендации, что приводит к трагедии. 21-летний житель села Азбоб сельского джамаата Работ, города Турсунзаде, который отдыхал с 3 своими друзьями в горной местности местечка Чинардара, поскользнулся и упал с большой высоты. В результате падения от полученных травм он скончался во время транспортировки в больницу, пишет пресс-служба КЧС. В этой связи КЧС еще раз напоминает, что купальный сезон еще не открыт. Родителям комитет настоятельно рекомендует рассказать детям о соблюдении правил безопасности и запрете купания в запрещенных местах. Научите детей плавать. Вода в водоемах на данный момент составляет 13-14 градусов тепла, что в принципе опасно для здоровья, отмечается в сообщении. Как вы относитесь к такой ситуации? Вы пробовали воду? Она же еще ледяная. Что заставляет детей туда лезть? А прокуратура Бальджуванского района Хатлонской области Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подозреваемого в убийстве мужа своей сестры, сообщает МВД Республики Таджикистан в своей передаче «Пайки Сукт». Данный инцидент произошел 6 апреля в джамаате Сайф Рахимзод Бальджуванского района. Парень увидел окровавленное тело своей сестры на полу и напал на своего зятя, который зарезал свою бывшую жену. 39-летний Абдулфайз Хаджаев, житель Васе, пришел в родительский дом своей супруги, с которой ранее расстался с целью примирения. Получив отказ от жены, супруги стали ссориться. Мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. Увидев это, 17-летний брат женщины, который также находился в доме, схватил нож и нанес зятю несколько ножевых ранений, после чего убежал, говорится в сюжете. Оба супруга, как отмечается в сюжете, скончались по дороге в больницу от полученных ножевых ранений. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 104, часть 1, убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Между тем, МВД Республики Таджикистан сообщила еще об одном уголовном деле, открытом в отношении несовершеннолетнего. Милиция задержала 17-летнего жителя еще и города Нурек, которого подозревают в нанесении ножевых ранений 2 несовершеннолетним. По данным правоохранительного ведомства, в ночь на 21 апреля у подозреваемого возник конфликт с 2 местными сверстниками. В ходе конфликта он нанес несколько ударов ножом юношам, в результате чего они получили травмы и были госпитализированы. Расследование этого инцидента продолжается. Как вы думаете, как должны наказать молодых людей? И разве 17-летний парень, который, по сути, вступился за свою сестру и, возможно, хотел ее просто защитить, не должен нести полное наказание, хотя бы смягчение в плане того, что это была самооборона, он защищал свою сестру? Как вы думаете, или все-таки должен нести ответственность по полной программе? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!